Всем привет! Сегодня у нас на повестке интересная и важная информация. Но начнем с более приятной новости. Речь снова пойдет о Павлодаре. Помните того казахского поэта, который в стихотворной форме выступал против переименования города, и его ролик разлетелся по всем павлодарским пабликам во всех соцсетях? Так вот, недавно он сделал новое заявление, и я думаю, нам следует его послушать. Ассаламу алейкум, құрметті жерлестер. Здравствуйте, уважаемые земляки. Совсем недавно я написал небольшое стихотворение, которое называется «Не отбирайте имена у городов», и выложил его в небольшой группе любителей поэзии нашей области. К моему большому удивлению, это стихотворение разлетелось по соцсетям без согласования с моим мнением, без учета моих авторских, скажем так, пожеланий. Тут сказалась моя политическая неопытность, скажем так, неподкованность, иначе я бы вообще не выкладывал это стихотворение в группу. Теперь же я очень сильно об этом сожалею. Проанализировав аргументы и факты с обеих сторон, я пришел к заключению, что действительно переименование города Павлодара имеет на сегодняшний день огромное значение для нашей области, и для всего казахского народа. И придя к такому умозаключению, я написал такие строки. Уходят времена незримо, теряясь в свете ближних фар. Пора уж поменять бы имя тебе наш город Павлодар на благозвучное, родное. Ведь Павел царь для нас зеро. И смена имени устроит национальный дух всего большого Казахстана. Он хочет лишь своих имен, и будет поздно или рано, повсюду так, со всех сторон. И в заключение хочется выразить пожелание все-таки по возможности быть политкорректными в этом очень непростом вопросе и не торопиться вешать оскорбительные ярлыки на своих оппонентов. Будем взаимно вежливыми и культурными. Спасибо за понимание. Как мы видим, он кардинально изменил свое мнение. Интересно, что так повлияло на перемену его настроения? Мы не знаем, однако, что бы там ни было, это осталось за кадром. А вообще было бы интересно посмотреть, что теперь скажут те люди, которые в комментариях ему так рукоплескали. Но мы-то с вами знаем, что данное видео павлодарские паблики точно распространять не будут. Ведь казах, пусть и не сразу, но высказавшийся за переименование города, для них моментально становится идеологическим врагом. Идем далее. 29 января на канале украинского блогера Доктор Фауст появилось очень интересное видео с участием русскоязычного казахстанца, где были затронуты темы казахского языка и не только. Поэтому давайте посмотрим на этот отрывок. Но вы гражданин Казахстана, это так? Да. Да. Вы владеете казахским языком? Нет, Нет. Но вы живете в Казахстане. конечно. И не Родился. владеете языком страны, в которой живете. Нет. А почему? Не имею необходимости. Понятно. Нет нужды знать язык страны, в которой вы живете. Нет, абсолютно. У Ну, нас официально русский является языком межнационального общения. То есть, да, но это казахам может быть до больше- поры до времени пока. На самом деле, я потому уверен. что Казахстан Да, я- Казахстан Да, я все-таки имеет свой язык. И он и это казахский язык. Да? согласен. Государственный казахский. Да. Поэтому пока, может, еще какое-то время, может быть, 10 лет, 5 лет, русский еще будет признаваться, а потом со временем. Вот Но Украина это не пойдет на показала. пользу А? Казахстану. Не Это понял. не пойдет на пользу Казахстану, поверьте. То, что вы угрожаете Казахстану? С чего вы взяли? Вы говорите, не пойдет на пользу. Почему не пойдет на пользу?
Потому что не пойдет на пользу. Ну Потому почему? что очень много русскоязычного населения, Ну так русскоязычные могут которому выучить придется казахский язык. Зачем? А, вот это хороший ответ. Вы считаете, что моноэтническое государство, построение, так сказать, моноэтнического государства, это позитивное? Я не это сказал. Я говорил, что Нет, вы я живете в просто стране. интересуюсь. Я вас услышал. Нет, вы не поняли меня. понял. Вы услышали, Я но вы не понял. слышали. Вы меня Я слышали, понял, что но я вы не здесь живу и услышали. должен знать язык казахский. Правильно. Если вы живете в стране, Это вы вы обязаны так знать решили. язык этой страны. Нет. По Ну, какому закону я обязан? Скажите. Нет, по человеческому закону. Иначе Нет, вы являетесь чужеродным телом в этой стране. Вы никогда не Нет. станете и не Казахом. интегрируетесь в эту страну. Почему у вас не хватает усидчивости, желания или интеллекта, У меня нет- чтобы выучить у меня язык нет страны, в желания. которой вы живете? Смотрите, у меня нету раз желания, а во-вторых, нужды в этом. Вот. То, что у вас нет желания, говорит о том, что вы инородное тело в стране, в которой вы живете. Ну, это ваше мнение. Ну, это вы сейчас сказали. Я просто резюмирую то, что вы Говорите. сказали. Если придут зеленые человечки российские, Ага. как пришли в Крым, и проведут у вас референдум к присоединению Вежливые люди. части Казахстана, где вы живете, к Российской Федерации, как вы проголосуете? Многие казахи проголосуют за. А вы лично как проголосуете? Я проголосую за. Вот, видите? Это говорит о том, что вы сейчас говорите, что вы готовы быть коллаборантом. Да, как произошло в Крыму с Украиной. Там тоже появились Там нет люди, коллаборантов. которые повели себя таким образом. Это привело к войне. Итак, чтобы сразу не было слов, что многое вырвано из контекста, видео подрезано и так далее, я оставлю ссылку в описании на полное видео с участием этого человека. Теперь перейдем к разбору самого видео. Как мы услышали, наш Вася, так он себя назвал в видеочате, достаточно в наглой и бесцеремонной форме высказался о казахском языке, что ему нет нужды в Казахстане его изучать и что он вообще ему не нужен. Он открыто заявляет, что готов с радостью перейти в состав России, еще и пытается казахов к этому приписать. Здесь и дураку ясно, что если к нам в Казахстан придут путинские зеленые человечки, в случае референдума и так далее, Вася будет среди первых, кто побежит голосовать за присоединение Казахстана к Российской Федерации. Но что еще важнее, он открыто говорит, что если Казахстан будет продолжать идти по пути построения суверенного национального государства, то для него это плохо кончится. Однако после того, как было обнародовано это видео, наши джигиты быстро вышли на его след и хотели с ним побеседовать. И естественно, он отказался и скрыл все личные данные, удалил фотографии и впоследствии удалил свои аккаунты в соцсетях. Но данные этого коллаборанта уже попали в сеть, и мы призываем граждан предоставить их по возможности соответствующим органам для разбирательства. Пусть он там рассказывает, как он любит казахский язык и что для нас плохо, а что хорошо. В итоге, испугавшись ответственности за свои слова, он решил публично принести извинения. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Примерно 25 числа я пообщался с таким персонажем, как доктор Фауст в чат рулетки. Разговор был частный, я не давал прав себя записывать. Он много перевернул в нашем разговоре, нет части диалога. Там я говорю о казахском языке, ни в коем случае не хотел никого обидеть или задеть этим, потому что считаю, что казахский язык в Казахстане это очень важно, естественно, для любой страны. Я очень люблю Казахстан, я родился здесь, живу здесь, являюсь патриотом своей страны. И считаю, что здесь нет межнациональной розни. Наоборот, я хотел ему сказать о том, что им бы взять пример с Казахстана, что здесь никакой вражды между нациями разными не существует. Но он мне постоянно не давал говорить, перебивал и завел разговор совсем в другое русло. Я хотел бы извиниться
перед всеми, кто понял меня неправильно или, может, где-то я неправильно высказался. Я считаю, что мы все должны жить дружно, что это наш общий Казахстан. Кешіріңіз, мен қазақша сөйлеймін. Вы только посмотрите на этого жалкого лицемера. Наложив штаны, он решил извиниться. Я думаю, не стоит напоминать, что все эти слова лживы, и этот малодушный парень просто боится расправы. Не вздумайте ему верить, Казахтар. Как говорится в русской поговорке, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Что-то в этом роде. Граждане русскоязычные казахи, я обращаюсь к вам. Оглянитесь вокруг, возможно, и в вашем окружении есть такие вот элементы. Опомнитесь и запомните, Казахтар. Этот гражданин Казахстана, называющий себя патриотом этой страны, при первой же возможности нас продаст. Как это сделали его единомышленники в Украине. И таких у нас в стране сотни тысяч.